уважаемые друзья, дорогие коллеги, добрый вечер. Хулабзия Аксны. Для меня большая честь в день признания независимости Республики Абхазия зачитать приветствие президента России Владимира Владимировича Путина. Организаторам, участникам и гостям Международного музыкального фестиваля «Музыка гордых». Уважаемые друзья, сердечно приветствую вас в гостеприимном Сухуми на Международном музыкальном фестивале «Музыка гордых», собравшем участников из Абхазии и многих регионов России. Символично, что вы проводите свой представительный творческий смотр именно сегодня, в памятный день для наших стран. 18 лет назад, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Республики Абхазия. Этот значимый шаг заложил основы официальных, конструктивных и взаимовыгодных двухсторонних отношений, способствовал углублению традиционно дружественных связей между нашими народами, объединенными совместной историей, общими духовными и нравственными ценностями. Несомненно, в названии фестиваля заложен глубокий смысл. Абхазии действительно есть чем гордиться. Отстояв в тяжелой борьбе свое законное право на свободу и суверенитет, она последовательно совершенствует свои государственные институты, укрепляет экономику и социальную сферу, вносит вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности. Россия и впредь будет оказывать абхазским партнерам всестороннюю поддержку на этих направлениях, в том числе и в сохранении и обогащении национальной культуры Великой Абхазии. Уверен, что ваш форум станет заметным событием в жизни республики, послужит развитию международного гуманитарного сотрудничества. Желаю участникам вдохновения, а многочисленным гостям ярких и незабываемых впечатлений. Президент России Владимир Владимирович Путин. Позвольте мне тоже присоединиться к словам поздравления нашего президента. Действительно, как сказал в своем приветствии Владимир Владимирович, этот день, великий и знаменательный день для Республики Абхазия, для России. В Абхазии есть две великие даты, связанные с суверенитетом и независимостью Абхазии. Это, конечно, день победы в Отечественной войне абхазского народа, 30 сентября 1993 года, когда героические защитники Абхазии ценой своей жизни защитили право на суверенитет и независимость Абхазии. Я вижу в этом зале ветеранов Отечественной войны Абхазии. Давайте поприветствуем их и поблагодарим. И, конечно, как сказал Бадр Зурабович, мы в этот день с особыми словами благодарности вспоминаем первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арземова, второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш. Эти два великих государственных деятеля Абхазии отдали свою жизнь ради благополучия народа Абхазии, ради свободы и независимости. И они смогли увидеть, как мечты, ради которых они жили, сбылись. Это великое счастье для любого государственного деятеля. Спасибо им огромное. Россия и Абхазия и до 2008 года проходили сложные испытания, в которых стояли плечом к плечу. В 2008 году Абхазия подтвердила всему миру, что она выбрала путь самостоятельного развития, а Россия заявила всему миру, что готова встать рядом и защитить этот выбор. Точно так же и Абхазия Точно так же мы знаем и ценим, что и Абхазия всегда поддерживает выбор народа России. Так было, когда началась специальная военная операция, и
Сотни сынов Абхазии встали плечом к плечу с российскими воинами на защиту свободы и независимости России. Вся Россия очень ценит этот вклад мужественных сынов Абхазии. Спасибо вам за это. Наши воины и в 93-м, и в 2008-м, и сейчас в зоне специальной военной операции воюют за право самостоятельного выбора, за право говорить и петь на разных языках, на своих родных языках, как это будет происходить сейчас на площади Свободы в городе Сухум. И мне кажется, организаторы выбрали очень хорошее и красивое название для этого фестиваля. Музыка гордых, два гордых народа, народ Абхазии и народ России, которые навсегда вместе. С праздником вас, мира и добра! И тому.